Здравствуйте, друзья, товарищи. Готовимся по катушкам с сумкой. Она вон дергается, бесится. Настя там приготавливает санки. Не знаю, там видно или нет. Опять на улице сильный, такой пронизывающий ветер. Прошлая съемка с покатушками очень плохо. Звук сегодня не знаю какой будет, но все-таки решил все равно поснимать. Он там хочется ей побегать. Сейчас посмотрим. Прокатимся буквально прямо с нашего двора до речки, если сможем. Прокатимся и обратно. И все. Холодно так-то на улице. Ну все, поехали, что потом. Давай, ты садись. Да покороче, побольше сделай. Бандитка наша. Сейчас уронит Настю. Догнать даже не могу. Чешут они. Я на 5-й скорости, друзья, и не могу догнать их. Сзади идет Умка. Нормально. Лок, с дороги уже свернули куда-то. Ай, блин. Куда? А что ты не рулишь? Рули. Лок. Лок. Вот молодец, вот. Лок. Вот Джулита. Ух ты! Обогнала. Пускай отдохнет немножко. Муди! Да нет, не сильно. У нас шлейка что-то не очень. Она как-то не с этого, а не сверху получается. А крутится вокруг. Ну-ка поправь, шлейку поправь. Настя, шлейку поправь. Шлейка свечки и улусы. Давай, обгоняй, давай. Кури. Руками Настя помогай там. Ну, едет. Настя, руками помогай, когда ей трудно, тяжело. Вот такие покатушки. Ух, как же скажи, мне травку охота понюхать. Ух, я застрял. Сейчас дадим Умка сухарик. На. Держи. Ну мы до речки, друзья, не доехали, потому что это вообще не едет коляска. Будем разворачиваться. Тут до речки-то осталось метров 20-30, но там снег. Я не буду уже там. Ну-ка, Умка, отойди. Я сейчас развернусь потихоньку, если смогу развернуться. И мы обратно поедем домой. Умка вон отдохнула немножко. Вон. Снег роет, как обычно. Наша. Так, и мы поедем обратно. Ветер. Вы не представляете, какой сильный ветер, друзья. Вообще. И мы, чтобы не заболеть, я решил развернуться. А то продувает. Все, я поехал. Умка за мной. Умка, вперед. Лок. Давай. Видите, когда она отдохнувшая, она очень быстро едет. Без проблем даже, никаких проблем нету. Пырья.
Очень даже катит нормально. Ну, просто надо сделать сани именно специально. Я посмотрел в интернете, там вообще стоит бешеные, там просто сани такие, ничем не приметные. 20 тысяч нарты для собак. Ужас. Надо как-то самому сделать это. Такую приспособляшку. Трустой бежит что-то. Что ты остановилась, Умка? Пошли, пошли, давай. Домой, домой. Вперед, лок. Авария у меня, друзья. Ух, испугался, блин. Вообще. Стою на боку, боюсь шевельнуться. Одно движение, и я на боку, друзья. Не знаю, камера передает или нет, но я еле-еле стою. Нифига себе, я в яму попал, друзья. Снежную. Вот это да. Вот это да. Я тут-то и выехать не смогу, наверное. Как я проехал-то сюда? Начальник меня придерживает чуть-чуть. Вот это да. А как я не перевернулся-то, друзья? Воде. Как я не перевернулся. Блин. Вот это да. Все. Одному тут ездить вообще кошмар. Опасно. Я не знаю, как туда проехал. Нормально проехал. А обратно яму меня как-то затянуло. И все, капут. Устала, Юлика. Домой. Вот такие покатушки у нас есть. О, мой друг где-то там, который постоянно на меня лает. Увидел Умку. Жених! Вот такая полуовчарка, полусмесь овчарки. Встретились. Сегодня при Умке не лает. Вот жених какой. Туда не пойдем. Домой. Умка, домой. Пойдем сегодня домой. Жених пускай ждет свою хозяйку. А мы пойдем домой. Иди туда. Домой. Туда, куда ты идешь? Домой. Лок. Все, нагулялись, накатались. Ну что, доехали. Видите, успокоилась. Видите, как утром показывал, как прыгала. А сейчас посмотрите, лежит смирненько. Устала? Ну, ничего. Это же так и надо, Умка. Это же так и надо. Устала. Но, что потом? Все, вот, приехал. Очень холодно, ветер прохладный. Несмотря на то, что на улице очень не сильно холодно, а ветер очень неприятный. Проходит даже сквозь теплую куртку, и на поле это моментально легкие простудишь. Продувает насквозь. И я решил развернуться. Умка устала, тоже что потом долго гулять. Вот такие у нас. Постепенно это у нас вторая уже покатушка такая. Сегодня более или менее уже тянула Умка. Но, как уже говорил, надо делать санки. Ну, нарты, санки именно для собачьей упряжки. Вот так. И что-нибудь придумаем, потому что покупать это дорого очень. Даже смысла нету это покупать.
Ну, а на этом все. Буду заканчивать такой Дед Мороз. Дед Мороз сегодня. Буду заканчивать и заезжать домой. Вот так. Уже добрый вечер, говорим. Мы снова на кухне нашей. Маша вон попробовала кисляшку, да. Бруснику. Добрый вечер всем. Бруснику делает для начинки, для пирожков. Ну, обычная такая толкушка. Вернее, толкушка у нас, это раньше мы этой толкушкой делали масло свое. Ну, держали корову. И вот этот до миксера был вот такая колотушка. Я тоже работал этой колотушкой. А сейчас Маша использует ее как толкучку. Начинка для пирожков. Вот такое тесто, друзья, у нас. Там, видите, выходит до края, аж оно поднялось. Рецепт теста уже не стал снимать, как Маша делала. Будет это еще в описании. Я оставлю ссылку на это видео, где мы делали вот точно такое тесто. Вот. Повторяться не будем с тестом. Ну там, в принципе, кому оно понадобится, посмотрите потом то видео. Это тесто хорошее, хорошо поднимается. Тесто, да, тесто отлично поднялось, он прямо аж, ну, настоящее дрожжевое тесто. Так, добавляет начинку крахмал, чтобы он не вытек из пирожков, эта начинка не вытекла. Ладно, Маша будет заниматься этим, а я буду снимать. Так ведь? Да. Не против, надеюсь? Маша, не против, надеюсь? Нет, Нет. Это хорошо. Вот, а иногда Маша может сказать, не надо меня снимать. Так, начинки будут две. Одна брусничная, сейчас скажу еще, а другая из черники, ну, из черничного варенья. Тоже так крахмалом делала Маша. Вот. Сейчас пышное тесто. О, такое. Прям пышное. Прям звук такой. Хорошее тесто. Отличные. Отличные пирожки будут, поднимутся, да. Маша работает с тестом, а я смотрю, да, любуюсь. Тесто такое, действительно, оно такое пышное. Разделываем на порционные кусочки. Вот такие маленькие кусочки. Я так понимаю, из каждого кусочка должен получиться пирожок. Да? Ну да. Отходил ненадолго, и Маша как-то вот завернула, ну смотрите. Я не успел заснять. Такой пирожок, начинку завернула как-то. Это не знаю даже как назвать. Это пирожок или рогалик, как называется это? Это по-разному вот делаю формы. Разные формы пирожков. Да. Разные формы пирожков. Пробую. О, такой рогаличек получился и сразу на противень. Вот так выглядит. Вот подойду поближе, поснимаю вот так. Это черника. Да. Черника, значит, тоже с крахмалом перемешанная.
Руки мешают, у Маши не видим и ничего. С другой стороны, как бы, если можно поснимать. Вот так полосочки такие. И дальше заворачивает. И получается немножко раз. Да, на вроде рогаликовый получилось. Вот такие рогалички. Вот такие рогалички. И сейчас вся эта вот красота отправится в духовку. А, тут еще яичный желтком Намажу. смазывает. Это для румяна. Рябчиковые крылья не используют, силиконовые. Цивилизация. Между тем, рябчиковое крыло — это самый лучший инструмент. Духовка у нас уже готова. 180 градусов. Я отправляю наши булочки на 15 минут. Сейчас ждем Да, подождем. красоту, Мгм. вкусноту. Вот для этой розочки как бы смазываем полностью вот эту лепешку, потом вот так делаем надрез и заворачиваем как бы по часовой стрелке. Вот. Время прошло. Наши булочки готовы. Ух, аромат дома невероятный. Дай-ка я покажу. Ух ты! Вот смотрите, как выглядят. Сейчас потом с маслом еще намажем. О, красота, Маша. Красота, действительно красота. Наши булочки смазываются сливочным маслом. Потом, думаю, это надо, Маша, наверное, обычно как делает, закрывает, я опережаю события, закрывает это полотенцем, ну, чтобы не зачерствели, или как там правильно, они мягкие потом становятся. Очень. Ну что, Маша, время дегустации. Давай попробуй, сломай на камеру, как там все испеклось, как там начинка. Ой, смотрите, ребята. Ух, шикарно. Давай попробуй, я ведь снимаю. Скажи, как там на вкус. Он горячий, правда, осторожненько. Пышный, испеклось. Да, тесто испеклось. Пышные, мягкие, вкусные. Ну и, само собой, красивые еще. Вон какая красота. Очень красивые. Мягкие, пышные такие все. Да, я тоже буду уже потом Так что пробовать. это тесто мне очень понравилось в прошлый раз, который мы готовили. Вот и пользуюсь этим же тестом же. Да, там же мы на этом видео сказали, что начинку можно любую. Любые начинки с этим тестом можно делать.
ссылку на видео, на это тесто, видео, где готовим это тесто, я отправлю уже второй раз, не стали показывать, как делаем. Очень пышные получается. Очень вкусные. Вкус очень приятный, вкусный Да? у теста. Да я тоже укушу. На, попробую. С рук хозяйки. Пышные. Да. У меня же как вата. Очень вкусные, друзья. Вот так. Будем заканчивать и говорить до свидания. Пирожки получились отличные. Завтра отправим в город. Настя у нас вот едет завтра в город. Она в отпуске была. Булочки у нас получились. Очень пышные, вкусные. Так что желаю всем булочки тоже делать из этого теста. Желаю. Потому что очень хорошие булочки получаются. Пышные. Ну, как вы сами видели в начале. Вот. Ну и на этом, наверное, мы заканчиваем наше видео. И я говорю всем до свидания. Я тоже присоединяюсь. Всем пока. До новых видео на нашей кухне. Ну и вообще у нас в деревне. Да. Всем пока. Всем пока. До новых встреч.